Выпуск бакалавров университета АДА совпал с еще одной важной традицией – проведения мероприятия под названием «Гражданство и социальная ответственность. Герои не забываются». 29 апреля университет АДА также отметил 10-летний юбилей служения национальному образованию. Первая леди Азербайджана, президент фонда Гейдар Алиева Мехрибан Алиева, приняла участие в мероприятии. Мероприятие началось внесением в зал государственного флага Азербайджана. Затем прозвучал государственный гимн Азербайджанской республики. Проректор университета АДА Имин Хусейнов отметил, что этот день знаменателен для университета. В этом году состоялся первый выпуск бакалавров. По бакалавриату профессия международного образования выпускаются 20 студентов. По бакалавриату управления бизнесом 38 выпускников. Также по двум специальностям было 29 магистров. Они представляют Азербайджан, Афганистан, Японию, Кению, Монтенегро, Кыргызстан, Россию, Сербию, Сирию, Замбию. Выпускникам были вручены дипломы. Ректор Хафиз Пашаев поздравил выпускников. Нынешний выпуск университета АДА сопровождался исполнением фрагментов из балета Фикрета Амирова «1001 ночь». Первый проректор университета АДА Галип Мамедов в своем выступлении остановился на борьбе азербайджанской армии против армянских оккупантов. Минутой молчания была почтена память павших за родину. Галип Мамедов отметил, что университет АДА создан благодаря нашему государству, нашему народу. Поэтому это учебное заведение должно выявлять и обучать талантливую молодежь. С этой целью учрежден стипендиальный фонд. В течение 2 недель в этом фонде собрано более 1 миллиона манатов. Ожидается, что до конца года эта сумма достигнет 3 миллионов манатов. За счет этих средств будут обучаться дети шахидов, павших за родину. Следует отметить, что студенты университета АДА в течение учебного года реализуют проекты, направленные на гражданскую и общественную активность. Этот год не был исключением. Лучшие проекты, отобранные жюри, в состав которого вошли преподаватели и студенты, были удостоены премии имени Гаджи Зейналабдина Тагиева. Победители текущего года отобраны среди 22 проектов. После ознакомления с проектами, удостоенными награды, состоялась презентация премии Гаджи Зейналабдина Тагиева. 2 проекта удостоились первого места – «The Right Way» и «Safe Drive, Safe Life». На мероприятии была предоставлена информация о лицах, имеющих заслуги в просветительстве в Азербайджане. Был показан видеоролик о выпускниках университета АДА. Прозвучавшие в исполнении молодежного камерного оркестра Бакинской музыкальной академии под управлением Фуада Ибрагимова отрывки из «Джанги Акшина Ализаде» и балета Кара Караева «Тропою грома» подняли праздничный настрой мероприятия. На мероприятии неоднократно говорилось об армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте. Было отмечено, что в начале апреля взоры всего мира были обращены к Азербайджану. На протяжении 4 дней весь Азербайджан встал на ноги. Произошли самые крупномасштабные бои за последние 22 года со дня подписания соглашений о прекращении огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. Вооруженные силы Азербайджана установили контроль над рядом стратегических высот, а также населенных пунктов. Национальная армия подарила нам радость победы. Но у этой победы была и горькая цена. Память отважных сынов, ставших шахидами, была почтена исполнением произведения Кара Караева «Траурная ода». Академик Руальд Сагдеев в своем выступлении вспомнил встречи и беседы с ректором университета профессором Хафизом Пашаевым еще в период его пребывания на посту первого посла независимого Азербайджана в Соединенных Штатах. Он рассказал, что в одной из бесед Хафиз Пашаев поделился своей мечтой об открытии дипломатической академии в Азербайджане. Сегодня эта мечта стала реальностью, и университет АДА отмечает свой 10-летний юбилей. «Я верил, что эта мечта реализуется, но не мог представить, что буду здесь преподавать», сказал Руальд Сагдеев, завершив выступление словами Бенджамина Франклина: «Инвестиции в знания приносят наибольшую прибыль». Ректор университета АДА Хафиз Пашаев сказал, что испытывает чувство радости в связи с выпуском первого бакалаврского класса университета. Он подчеркнул, что проведение мероприятия в этом величественном дворце имеет символическое значение. Так, в 1994 году во дворце Гюлистан состоялось подписание контракта века. Именно в этом дворце дальновидный лидер Гейдар Алиев заложил фундамент современного Азербайджана. Именно здесь было подписано решение о направлении черного золота страны на укрепление с трудом завоеванной независимости. В результате проводимая здесь церемония посвящена человеческому золоту. Коснувшись поручения президента Ильхама Алиева о создании дипломатической академии, Хафиз Пашаев рассказал о предпринятых в то время шагах в этом направлении. Как считает ректор АДА Хафиз Пашаев, самое большое достижение – это атмосфера, которую создали в университете АДА. Прибывающие к нам гости, будь из-за рубежа или же наши соотечественники, первое их впечатление, можно сказать, у всех одинаковое. Когда они заходят в кампус и чувствуют эту атмосферу, они признаются, что снова хотят стать студентами. Я рад, что мы смогли создать такую среду, такую площадку, которая ведет к науке, образованию, открытым обсуждениям и обмену мнениями.
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила выпускников и родителей. Она отметила, что сегодня выпускается первый бакалаврский класс университета АДА, которому только исполнилось 10 лет, и очень рада находиться с ними в столь знаменательный день и сердечно приветствовать всех выпускников. В вашей жизни начинается новый этап. Желаю вам успехов и достижений в дальнейшем выборе, поисках. Несомненно, полученный сегодня диплом является плодом трудных уроков, бессонных ночей, тяжелых экзаменов, годами прилагаемых усилий и труда. Об этом сказали и выступившие сегодня студенты, сказала Мехрибан Алиева и выразила уверенность, что студенческие годы запомнятся им не трудностями, а пережитыми здесь приятными моментами, достигнутыми успехами, чувствами дружбы, солидарности, здоровой конкуренции и единства. Перед вами долгий путь, и я желаю вам на этом пути счастья и успехов, как в избранной вами сфере деятельности, так и в личной жизни. Сегодня вашу радость разделяют члены вашей семьи, родители. Естественно, все родители хотят видеть своих детей грамотными, образованными, умелыми, достойными гражданами. Как родитель, я прекрасно понимаю эти чувства. Сегодня, дорогие родители, я от всего сердца поздравляю вас, желаю вам здоровья, счастья. Она отметила, что несмотря на то, что университет АДА молод по сравнению с действующими в нашей стране многочисленными вузами, он завоевал за короткое время большой авторитет и уважение. Уровень образования, который сегодня студенты получают в университете АДА, соответствует самым высоким международным стандартам. Перед обучающейся здесь молодежью стоят серьезные требования, ответственность. В то же время в университете создана очень свободная и демократичная обстановка. Между преподавателями и студентами существует тесный контакт. Новые идеи, изыскания поддерживаются и приветствуются, сказала первая леди Азербайджана. Поблагодарив ректора университета АДА Хафиза Пашаева, Мехрибан Алиева отметила, что его деятельность служит развитию Азербайджана. Первая леди Азербайджана остановилась на внимании к сфере образования в нашей стране, напомнила о церемонии открытия университета АДА. Она подчеркнула, что инвестиции, вкладываемые в сферу образования, всегда приносят свои плоды. Отметив, что мощь любой страны, нации заключается в ее интеллектуальном потенциале, первая леди Азербайджана отметила развитие нашей страны во всех сферах. Как подчеркнула Мехрибан Алиева, мы с очень большим уважением относимся к нашей культуре, истории, традициям. Несмотря на все трудности, мы сохранили свои обычаи, культуру, язык. В то же время мы с очень большим уважением относимся к культурному разнообразию мира. На протяжении веков в Азербайджане представители разных религиозных и этнических групп живут как одна семья в условиях мира, дружбы и уважения. И сегодня мы многонациональная, многоконфессиональная страна, и это одно из наших самых больших богатств, сказала Мехрибан Алиева. Мы не претендуем на землю какого-либо другого государства или культурное наследие. Мы лишь хотим защитить свои земли, свою независимость. Для восстановления территориальной целостности Азербайджана каждый из нас должен стремиться на своем месте в полную силу учиться и работать, заявила первая леди Азербайджана. Как вы знаете, в начале апреля наши отважные сыновья пали шахидами во имя Родины. Успехи, достигнутые благодаря их героизму, наполнили сердце каждого азербайджанца чувством гордости. Весь народ воспрянул духом. Все шахиды будут вечно жить в душе нашего народа и в истории Азербайджана. Помощь их семьям – самая главная задача азербайджанского государства, и оно предпринимает все необходимые меры в этой сфере. Но каждый из нас, все наше общество должны поддержать и помочь семьям этих людей, матерям, отцам, сестрам и братьям. Мы склоняем головы перед светлой памятью наших героев, пожертвовавших собой во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Они никогда не будут забыты. С этой точки зрения, учрежденная сегодня университетом АДА стипендиальная программа «Во имя Родины» – очень значимая инициатива, сказала первая леди Азербайджана. На мероприятии прозвучала песня Муслима Магомаева «Азербайджан». Церемония завершилась фейерверком.